В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. В Якутии увеличена поддержка отрасли оленеводства. Портал для опровержения фейков «Объясняем РФ» запустили в России. Спортивно-оздоровительный комплекс открыли в селе Хардагой Сунтарского района Якутии. Начнем выпуск с эпидобстановки в регионе. 799 новых случаев зафиксировали за минувшие сутки. В Якутске 174 заболевших, в Алданском районе 72, в Мирнинском 58, в Мегино-Кангаласском 53. Еще в 29 районах Якутии от 1 до 52 случаев. За сутки лабораториями республики проведено 2579 исследований на коронавирусную инфекцию. Правительство региона совместно с Минтрансом страны и РЖД прорабатывает вопросы перевозки продовольственных товаров. Об этом в ходе брифинга сообщил зампред руководителя оперштаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка Михаил Никифоров. Поставщики из центральных частей России и производители продуктов испытывают трудности из-за нехватки вагонов в Дальневосточном федеральном округе. Если ранее срок доставки грузов в Якутию составлял приблизительно от 14 до 20 суток, то сегодня эта цифра выросла до 40 дней. Также есть моменты продления и на 1,5 месяца. В марте месяце этого года подготовят и примут первые 2 пакета антикризисных мер по экономике. Отмечается, что ситуация на рынке продовольственных товаров в республике стабильная, имеются необходимые запасы продуктов. Для специалистов Арктики предложили предусмотреть стимулирующие выплаты. Вопросы выделения специальных надбавок рассмотрели участники 7-й международной конференции «Арктика. Устойчивое развитие», которая прошла в Москве. Якутия традиционно уделяет большое внимание социально-экономическому развитию Арктики, в частности, наращиванию человеческого капитала. По мнению главы региона Айсена Николаева, в Арктике необходимо создавать условия для комфортного проживания и профессиональной реализации людей. Дальнейшее освоение территории без этих условий будет невозможно. Особенно это касается Якутии, чья половина всей территории находится в арктической зоне. И эта часть должна стать привлекательной для молодых специалистов, центром притяжения высококвалифицированных кадров. В Якутии в этом году на 237 миллионов рублей увеличена поддержка отрасли оленеводства. Всего в государственной программе развития сельского хозяйства республики на эти цели предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Большое внимание уделяется привлечению молодых кадров. С 2020 года реализуется программа «Молодой оленевод», по которой молодые представители, проработавшие в стадах не менее 4 лет, получают по 1 миллиону рублей на покупку или строительство жилья в арктических и северных улусах. В этом году предусмотрено 20 миллионов рублей. Также на этот год предусмотрены средства на модернизацию производственных объектов – более 78 миллионов рублей. Разведением северного домашнего оленя в республике занимаются в 20 районах. Все меры поддержки дают результат – растет поголовье оленей. В Якутии предусмотрят финансирование для строительства и организации приютов для безнадзорных животных. Об этом на совещании с главами районов республики сообщил заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров. Он отметил, что решение принято на сессии парламента республики. Михаил Никифоров озвучил, что на уровне Госдумы страны создана рабочая группа по внесению изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. В настоящий момент на территории Якутии организованы и работают 10 приютов и 13 пунктов передержки безнадзорных животных. В Мирном заработал пункт сбора гуманитарной помощи для переселенцев из Донбасса. Он организован по решению районного штаба. В здании политехнического лицея по улице Тихонова ждут всех желающих оказать помощь беженцам. Одним из первых отозвались руководители района и города, алмазной компании и профсоюза «Профалмаз». Что нужно приносить, узнавала Иванна Филиппова. Это первый пункт помощи в Мирнинском районе. Возможно, их станет больше. Все будет зависеть от развития событий, говорят в оперштабе. Свою поддержку может оказать любой житель алмазного региона. Предприниматели, руководители организаций, предприятий.
У мирнинцев готовы принять товары первой необходимости, одежду и продукцию длительного хранения. Детское питание, товары по уходу за детьми, игрушки, канцелярские принадлежности, средства личной гигиены, одежду и обувь для детей и взрослых. Организаторы пункта предупреждают, все предметы должны быть новыми в цельной упаковке. Даже если беженцы в Мирный приезжать не будут, собранный гуманитарный груз будет отправлен в регионы, где находятся жители Луганска и Донбасса. Мирнинский район всегда с готовностью отвечает на те вызовы, которые ставятся перед ним государством. Создан оперативный штаб практически из всех заинтересованных структур, которые будут работать в вопросе размещения беженцев, их организации, питания, проживания, трудоустройства, а также устройства детей в детские дошкольные образовательные учреждения и в школы. И хочу вам сказать, что уже по имеющейся информации у нас имеются места для необходимого размещения. Сейчас отрабатываются вопросы организации финансирования и трудоустройства. По информации районного штаба, также Алроса подтвердила готовность оказывать помощь в размещении людей и трудоустройству. Готовы прийти на помощь и другие недропользователи. Готовятся к приему большого числа людей, объекты здравоохранения, полиция, структуры МЧС. А я напомню, сбор продуктов и вещей будет производиться до 9 вечера ежедневно, в выходные с 12 до 15:00. Иванна Филиппова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Информационный ресурс «Объясняем РФ», призванный стать источником проверенной официальной и оперативной информации в сложившейся ситуации, запустили в России. Сейчас в социальных сетях и СМИ размещается много информации, среди которой содержится много фейков и слухов. На портале уже размещены ответы на самые актуальные вопросы граждан по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны без исключения. От транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений. Также на ресурсе будет доступна форма обратной связи, через которую граждане смогут направить свои вопросы по текущей ситуации в стране. Набор комплектов по робототехнике закупили школьникам в Центре творческого развития и гуманитарного образования города Алекминска. Подробности в сюжете наших коллег. Более 20 комплектов современных конструкторов для робототехники приобретены для Центра творческого развития и гуманитарного образования школьников. Приобретение весомое. В центре 18 объединений и 188 детей, которые занимаются в этом направлении. В одной группе у нас возможно работать, если очный вариант, это до 10 человек. Для каждого у нас индивидуально есть и ноутбук, и сам набор конструктора, то есть работа индивидуальна. Но так как робототехника – это командная работа, поэтому мы стараемся сделать так, чтобы дети приучались работать в команде. Время обновления диктует свои правила. Младшие школьники способны не просто собирать модели, но и программировать. Именно этому отвечают новые комплекты. Не двумя датчиками, как наборы предыдущих поколений, да, там у них датчик расстояния и датчик наклона, а здесь уже оснащены датчиком цвета, датчиком касания, датчиком расстояния и встроенный гироскоп уже в Smart Hub. То есть у него намного больше возможностей, чем у наборов предыдущего поколения. Приобрести самостоятельно для центра было бы сложно. 500 тысяч выделил для этого «Газпром Трансгаз Томск». На приобретение вот таких чудесных наборов для наших ребятишек алекминских мы ежегодно оказываем помощь в рамках социально-экономического партнерства с Алекминским районом. «Газпром Трансгаз Томск» выделяет средства на различные мероприятия, связанные с благотворительными пожертвованиями. Что это даст детям? Как минимум развитие, максимум платформу на будущее. Я всегда с детства увлекался компьютерами, поэтому и учиться пошел именно по этому направлению. Будь у меня в детстве такие возможности, такие в какой-то степени они игрушки, и в какой-то степени это обучающий материал, то, я думаю, уровень моих знаний на текущий момент был бы гораздо выше, чем сейчас. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.
Два новых автомобиля для Центральной районной больницы доставили в Чурапчинский район Якутии. Ключи в торжественной обстановке вручил глава УЛУСа. Решение о дарении машин УАЗ «Фермер» и «Соболь» было принято в связи с пандемией. Это послужит толчком для развития медицинских услуг в районе. Также там на следующей неделе планируется установка своей новой больницы. Это ГАЗ «Соболь» для выездов наших медиков, врачей на осмотр диспансеризации и периодических медосмотров. И вторая машина – это УАЗ «Фермер», как бы хозяйственная машина. Она будет ездить именно по доставке больших габаритных вещей. Это медикаменты, кислородные баллоны. Считаю, что это очень хорошая такая помощь и совместная работа с районом, которая дает развитие вообще в целом здравоохранения района. Новый спортивно-оздоровительный комплекс открыли в Сунтарском УЛУСе. Его возвели в рамках государственной программы республики «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы. Финансирование объекта составило более 53 миллионов рублей. В спортивно-оздоровительном комплексе уже состоялось первое спортивное соревнование – 13-й открытый республиканский турнир по волейболу, посвященный памяти Александра Маякунова, в котором приняли участие 9 команд из разных улусов. Открытие центра – это долгожданное событие для жителей села. Все желающие смогут заниматься спортом в современных условиях. Там будут проходить соревнования и тренировки по волейболу, вольной борьбе, легкой атлетике и другим видам спорта. Лыжные гонки состоялись в Якутске на ипподроме Арктического государственного агротехнологического университета. Участие в старте приняли более 50 любителей физической активности. Выявление победителей и призеров проходило в формате гандикап, который распределяет порядок стартующих по возрасту. Соревнования посвящены памяти профессора, доктора экономических наук Василия Дарбасова. Он является автором более 300 научных трудов. Также он имеет большие заслуги в деле подготовки высококвалифицированных кадров для села. Многие годы он проработал профессором главного аграрного вуза республики и подготовил целую плеяду молодых ученых в сфере экономической и сельскохозяйственной наук. Отец много лет проработал в сельскохозяйственной академии, Якутской сельскохозяйственной академии, и был первым деканом экономического факультета. В прошлом году на ученом совете постановили, что экономический факультет Агату присвоено имя нашего отца Дарбасова Василия Романовича, а в этом году решили организовать гонки памяти, лыжные гонки памяти Василия Романовича. Якутская «Заря» сыграла в ничью с Сургутским «Факелом» в гостевом матче 22-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча завершилась со счетом 5-5. В составе якутян по дублю оформили Геннадий Сергеев и Сергей Сергеев. Еще одно взятие ворот на счету Никиты Рычкова. Также мяч в свои ворота отправил игрок хозяев площадки Александр Шитиков. В данный момент якутские футболисты занимают 6-е место в таблице Западной конференции, набрав 33 очка. В следующем туре якутяне сыграют со «Спартаком» Ростовской области. Матч пройдет 12 марта. К этому часу у меня вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий.